А абхазский бог, как наши ученые пишут, и Бжания вот у него есть, и Налыпа, он семидолен. У абхазов он семидолен. Это Ажепша, это Жабран, это Джабран, это Анапанага, это Айта, нет, она, подождите, Анапан, Амза и Амра. Вот, Амра это божество женщин, а Амза это божество мужчин. Наши ученые не разобрались в том, что Антра это множественное число ведь. Антра, боги, понимаете? Это потом суффикс окаменел в языке, и мы воспринимаем его, это слово как будто оно в единственном числе. А на самом деле, вы тоже возьмите, я совсем недавно вот подумала об этом. У нас же есть Раша, Раша, там Р показатель множественного числа, а не Афьяша. А можете сказать немножко про Бога? Как называется Бог? Ну, мы Антша, а слышал, это по-абхазски Антша, вот это так, по-русски на переводе Бог, и все, два, Антша. Вы верите, что Бог, Он творец, что Он создал всех нас? Ну, а как же? Ну, я в детстве так полагал, как будто, значит, Он там на кресле сидит, наверху. Но это не так. Вот это все то, что мы видим, это есть Его сила. А сам Он кто? У него есть какое-то внешнее очертание? Как Он выглядит? А для меня есть. Как будто вот усатый, здоровый, белый башлык, это башлык, и папа, тулуп, и вот так. То есть вы его видите как абхаза? Да, только так. Вот это все снесли наши предки, ни один камушку не оставили, все снесли, выбросили куда-то на свалку. И вот такое место сделали, загородили. Это место, это святилище считается? Уже святилище, она уже это самое всем известно здесь, и мы все верим, и она сама подсказывает все. Вот Бога вызываешь, вот эта сила, природную силу вызываешь, обязательно вот это вино, печень, сердце, вот это все должен видеть. И используйте жертвенное животное? Обязательно, это обязательно. Надо показать кровь. Какой-то аппарат держал, он вот так показывал. Вот здесь, говорит, недоброе место. Это кусок какой-то. И вон там, где это Менгрельский дом снесли, и вон там тоже ничего не проводили. Я так и делаю.